Всем привет! Мы в Давлеканово. Держим путь в многодетную семью. Как там говорится, у каждой семьи свой путь к счастью. Вот и посмотрим, как живется в многодетной семье Светлана и Вячеслава Шабалиных. Пошли, Рустем. Сколько у них детей? 10, 5 мальчиков и 5 девочек. Круто, пойдем знакомиться. Пойдем. Я всегда мечтал жить в большой семье. Даже завидовал одноклассникам, у которых несколько братьев или сестер. По-моему, много детей – это круто. Я, конечно, точно не знаю, зато уверен, что детей много не бывает. В этой передаче мы лично познакомимся с ребятами, чьи семьи считаются многодетными. Проведем с ними целый день. Зато какой! У нас по плану разговоры по душам, работа по дому, семейный ужин. Наш проект реально покажет, как живется моим сверстникам в многодетной семье. А за то, что наши герои пустили съемочную группу в свои семьи, мы подарим каждому участнику фотоальбом. Они нам эмоции, а мы вам воспоминания. Когда нас спрашивали, сколько у вас будет детей, мы говорили, 10 будет точно, а там уже как получится. В общем, я приезжала сюда к бабушке на лето отдыхать. И на пляже познакомилась с молодым человеком, который рыбачил. Пока я был в армии, жена воспитывала 2 детей, Данила и Варвару. Жили в Екатеринбурге у мамы. Когда мы расписались, нас 2 было. И мы думали, где лучше будет жить, где лучше детям будет это расти. Но мы решили, что здесь город маленький, детям лучше здесь было расти, а в большом городе такой возможности не было. Цель не ставим, чтобы, как его сказать, что вот у нас 10 будет там, или 12. Сколько Бог даст детей, только будет. Просто мой муж любит меня, я люблю его, а вместе мы любим детей. Ну, так получилось. Как бы мы, сами взрослые, не планировали будущее детей наших, да? Дети вырастают и сами принимают свои решения. Если мы, допустим, поможем устроиться в институт, а он потом пойдет туда, вырастет и скажет, я не хочу. И ничего ты с этим не сделаешь, и учиться не заставишь, ничего. Поэтому к этому мы подходим со временем, когда ребенок уже осознанно может принять решение, и только помогаем. Самый младший Устинья у нас 9 месяцев, а Данила у нас вот 18 лет будет. Он сейчас в Екатеринбурге работает, живет вместе с бабушкой, собирается в армию, в весенний призыв. Я сам ветеран, служил в Чечне, видел все. Общество ветеранов создали военно-патриотический клуб «Купол». Я поддерживаю это и детей отдал на воспитывание патриотизма в этот клуб. У меня ходил старший сын, выпустился в этом году. У него 1 прыжок с парашюта. Направо, бегом, марш! Положили автоматы. Мы сейчас находимся в военно-патриотическом клубе «Купол». Здесь мы изучаем военное дело,
участвуем в соревнованиях и подготавливаем будущих мужчин к армии. Вот этот вот синяк тебе здесь сделали? Ну, не совсем здесь, на соревнованиях в Уфе вчера. А получается, еще помимо купола, ты занимаешься каким-то другим видом спорта? Или это Нет, все? это все одно и то же. Ну и какие результаты? Ну, вчера взяла 2 место Это по городу или по республике? по республике, по рукопашному бою. Круто. А сейчас давай, может, ты мне тоже что-нибудь научишь? Да, хорошо. Давай. Давай попробуем счет на 8. Давай. Первое – это шаг вперед и в стойку. То есть раз, Ага. блок, 2, Блок. удар прямой, 3, 3, теперь нога, 4, 4, 5, 5. Ага. еще раз блок, 6, Блок. 7, 7. 8. А Варвара, ты этим сколько занимаешься? Как давно? Я уже хожу 4-й год. И какие успехи, чему научилась? Нужно ли это вообще в жизни? Ну, лично мне это поможет в будущем, потому что дальше я хочу идти по этому пути, я хочу пойти в армию. Круто. А вот кто привел вас в этот клуб? Ну, вообще привел сюда меня брат. Он сначала ходил, я когда пришла на присягу к нему, мне это очень понравилось, то, что в строю стоят все в форме, и через неделю я тоже пришла сюда записываться. Мама, она очень была рада, когда я пришла сюда, и сейчас, уже 4-й год подряд, она помогает нашему клубу. Если на соревнования куда-то ездить или что-нибудь куда выезжать, она всегда помогает находить машины или что-нибудь еще. А вот Варвара, она наоборот, она хочет доучиться до 11 класса, сдать ЕГЭ. И если не получится высшее военное, то тогда по контракту. Сейчас ходит у меня старшая дочь Варвара. У нее достижений больше. Она заняла в этом году по рукопашному бою 2 место по республике от юной армии. И у нее 3 прыжка с парашюта. У Варвары есть достижения по куполу. Получила она значок от разведчиков, мышку, летучую мышь, отличительный знак в разведке за отличные показания. Вот. Не просто так дают этот значок. Мы не предполагали, что она так достижения такие будут где-то. Будет ставить цели себе и идти к ним. Варвара – главная помощница, да. Мы без нее как без рук. Помогает и где-то с детьми она поддержит, где-то это что. Где-то она особенно помогает нам по кухне, кушать приготовить. Сама выпечкой занимается. Что-нибудь интересное, это каждый раз разное выпекать. Сейчас у меня Арсений вступил в юную армию, ходит тоже. Но он еще мечется, поэтому мы даем ему попробовать все, чтобы он сам принял решение. А девчонки, они еще маленькие. Говорят, хотят быть учителями, воспитателями. Ну, то, что много детей, они привыкли к этому, и им это проще. Но посмотрим до 15 лет, что они передумают. О, привет, девочки. Здрасте. А вы в одном классе учитесь? Нет, Пойдемте, вы мне экскурсию по школе проведете. Вот, Василиса, ты в каком классе в учишься? первом В. В 1 В. А ты, Пелагея? Во втором В. Угу. Значит, ты на год старше Василисы? Да. А вот остальные братья и сестры, где они у вас учатся? Ярослав и Тимофей и Ульяна, они в садике. Но Арсений в школе, а Варвара дома. Василиса, а ты на какие оценки учишься?
Нам еще оценки не ставят. А Пелагея, ты? На пятерках. На четверках и на пятерках. О, молодцы. А вот какие у вас любимые уроки? У меня урок литература, Мгм. А на литературе что читать любишь? сказку. Василиса, ты что? Я люблю английский. На нем быстрый урок не заканчивается. А, ничего себе. А дома вы что делаете? Помогаете родителям или как? Я убираюсь в комнате, в коридоре и посуду мою. Ого, какая ты молодец. Василиса, а у тебя какие обязанности дома? Я тоже мою посуду и в комнате убираюсь. Ну, Пелагея у нас такая, после Варвары она ответственный человек, на которого можно положиться. Могут все. Причем и в детском садике воспитательница она помогала всегда, и в школе учитель, классный руководитель она помогает всегда. В общем, как бы такой ответственный ребенок у нас. Пелагея, она мягкая, где-то эмоциональная. А Василиса у нас девочка боевая. Где-то кому-то сдачи даст, может. Мы ждали мальчика, как на последнем УЗИ сказали, девочка будет. Характер боевой. Ну, я не везде успеваю, где получается. Просто когда семья, когда все вместе, ну, тогда проще. Просто где-то друг дружку заменяем в каких-то вопросах. Поэтому где-то я могу отлучиться, останется муж или старшая дочь. И средние уже подросли, они тоже помогают. Где-то они могут какую-то работу сделать. Мы пристрой строили, все дети помогали. Даже самые младшие. Что-то подать папе, что-то. Но пристрой мы поднимали вот своими силами. Со старшими детьми. Так. Мечта о большом доме. И у каждого ребенка, чтобы свой угол был, ну, комната, чтобы у них уединение было свое. Да, житейские проблемы, они самые трудные, можно сказать. Каждый помогает, если мальчишки помогают папе и в строительстве, и как бы и со скотиной управляться, то девчонки все по дому. Но бывает такое, что мальчишки вместо девчонок, если они договорятся, могут помыть посуду. У нас нет такого, что женская работа, мужская работа. Все помогают по возможности. Дальше Ярослав настойчивый, любит разговаривать много. Ульяне 4 года, да, но она прямо девочка-девочка. Она любит наряжаться. Она прямо вот там, эту косичку я хочу по-другому. То есть, ну, вообще все девочки как бы так. А Василиса у нас больше боевой такой. Энергетики у нее, она как мальчишка, заводила. Вот. Арсений, он тихий, спокойный. Ну, у нас мальчики в папу, он тихий, спокойный, как бы такой рассудительный. Уже Ярослав у нас такой живчик. И строит планы, и сам решает, как ему идти, какой дорогой. Ну, мы не отговариваем, мы только поддерживаем. И в правильное русло его направляем по-хорошему. Ульяна, она девочка, модница, да, она вот именно девочка, что ей наряды, куколки, там все такое. Тимофею 3, Савелию 2. Два таких человечка, которые постоянно все делят. Мой папа, они будут биться до конца за папу. Или моя мама. Вот, ну, то есть они вот два конкурента таких. Постоянно конкурируют между собой. Тимоша у нас парень серьезный. У него, если он не по нему, он все. У него обижаемся, не разговариваем, я на вас обиделся. Ставили диагноз ДЦП, но мы постарались массажи, лечение провести. Врач удивился, вот нейропатолог, он говорит, даже по нему не скажешь, что у него диагноз такой был.
А это говорится о том, что надо заниматься ребенком, пока это есть время, что не упустить его. Савелию всего 2 годика, но весь в маму, мягкий, приласкаться ему надо и все такое. Ну, только к нему могу подойти я, и успокоить, там, это, покормить, напоить, то только я. Любит меня, наверное, так сильно. Ну, Устинья, она совсем еще маленькая, поэтому какой характер у нее еще, нам еще только предстоит узнать. Самая младшая у нас это девочка Устинья, самая любимая. У нее тоже проблемы со здоровьем. Спасибо Радику Фаритовичу, что он нам помог провести обследование. Мы съездили к остеопату, и первый сеанс мы сами удивились. Уже пошел прогресс на улучшение. Мы стараемся к этому идти, чтобы все у детей было хорошо. Ой, проблема, когда болеют дети, это не просто глобальная проблема. Это конец мира, можно сказать. Последние дни мировоздания. Потому что, во-первых, они болеют часто. И пока все не проболеют по кругу, можно сказать, что выздоровления не ждите. Вот. Поэтому для нас болезнь – это страшнее атомной войны. Мой муж Владислав, если бы не он, у нас бы не было столько детей. Потому что с другим мужчиной я бы не решилась на такое. Он помогает полностью. Он и встает к детям среди ночи, если младшие плачут. Он занимается скотиной, то есть я к ней вообще не подхожу. Ремонтом, строительством, зарабатывает деньги, Еще он ухаживает за нашими 2 стариками, которые один лежачий, другая у нас онкобольная, бабушка моя. То есть без него это руки мои, мое сердце, моя душа, мой муж. Со скотиной решил заниматься я, не подпускать ее, потому что сахарный диабет, у нее судороги руки сводят. У меня руки болят, не выдерживают. И, вообще полностью скотиной занимается муж. Я не занимаюсь. Жену я очень сильно люблю, и ее очень ценю и жалею. А вот в день сколько литров получается от одной козы? Не считали? Ой, такого нету. Сейчас зима, они уменьшили количество молока, потому что это на пастбище не выводим, уменьшается. Дрова рубил, баранов стриг и... а козу я еще не доел. Давайте попробуем сегодня. С чего нужно начинать? Надо сначала вымя сполоскнуть, и потом вытереть и начинать доить. Угу. Так, что, сам попробуешь? Давайте я сначала посмотрю. А как зовут козу? Маня. Маня, да? Да. А-а. Это у вас, я вижу, 2 козы, да? Да. И сразу от 2 вы получаете молоко, да? Да. А кто у вас в семье молоко пьет? Козье? Самый младший, потому что с самого детства докармливаем питанием до определенного момента, а потом начинаем козьим молоком. Оно как низкоаллергенное. Младший у нас с аллергией был. А вот 1 раз в день, наверное, да, доите козу? Ну, сейчас на данный момент, как молоко уменьшилось, 1 раз доим в день. А так это 2 раза в день летний сезон, пока они на пастбище ходят. Посмотреть на доение козы и не подоить козу самому, наверное, грех ведущего. Поэтому давайте за это страшное дело все-таки я возьмусь. Ой, испачкали мы, конечно, козье молоко, но что поделать. Животное сразу почувствовало чужака. А я все-таки постараюсь и стану родным для семьи Шабалиных.
Ну, проблем у многодетных семей много. Ну, детей же много, людей много, как бы у каждого человека какие-то свои проблемы. У нас проблема одного умножается на 10, и получается много проблем. Решаем, ну, совместно, по мере возможности, по мере поступления таких проблем. У нас решение принимает мама, но как она по характеру у меня идти вперед, а я как по характеру мягкий, и я прислушаюсь к ней, и идем мы вместе к этой цели. Муж всегда мне говорит, что давай ты решай, а я помогу. Стараемся, конечно, чтобы все вместе, как говорится, за круглым столом, но главное слово за мной. У меня жена замечательная, жизнь моя, душа моя. Дети ее любят очень сильно. Муж ее сильно любит, очень. Я сама, как многодетная мама, понимаю, что очень тяжело. И очень тяжело бывает в деревнях, где нет работы, где доход очень маленький. И людям, ну, бывает просто не на что приобрести еду, ну, а тем более вещи, игрушки детям. Наша семья создала социальный проект «Волонтерское движение Давлеканово» «Тепло горячих сердец». На данный момент у нас есть социальный склад. Порядка 30 семей бывает за субботу-воскресенье у нас приезжает. Они берут вещи, те, которые им нужны, которые им подходят. Ну, все бесплатно. Просто пишут благодарность тем людям, которые эти вещи отдали. Эти благодарности потом мы в своей группе выкладываем. Люди радуются, что есть возможность такая, что спокойно могут они одеть детей в школу. У нас было, что вот мы несколько портфелей собирали первоклассникам в школу, раздавали из семей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Стараемся, чем можем, если и бывает, продуктами, когда кто-то, ну, вот, бизнесмены наши помогают. Я считаю, что нужно делиться, как говорится, добром, и оно возвращается вдвойне. Своих детей мы обязательно накормим, а бывает такое, что в семьях нечем кормить. Маленькому ребенку не объяснишь, что у мамы нет молока и нет денег на питание. А у кого-то, допустим, есть излишки, и они отдают. И мы это раздаем вот именно таким мамам, и они очень рады. И малыши сытые, рады, растут хорошо, и нас это радует. У нас есть такая традиция каждый год писать Деду Морозу письмо. Вот они садятся в круг и пишут все вместе письмо. Ну, это маленькая хитрость наша с папой, чтобы узнать примерно хотя бы, что они хотят, чтобы дарить детям на Новый год то, что они, ну, хотят, а ну, не просто. Чтобы для них это был действительно сказочный праздник. Мы обязательно ставим елку большую до потолка. Под нее обязательно подарки у нас. Когда у нас не получается, если там такие уж серьезные подарки, мы просто объясняем детям, что, видимо, они плохо себя вели. Поэтому Дед Мороз это заметил, и такой подарок он им не подарил. Сегодня мы готовим самое любимое блюдо семьи Шабалиных – мясо по-французски. А вот как часто вы готовите это блюдо? Ну, дети любят, стараемся готовить почаще. Вообще есть как бы такое у нас в семье, что на выходные у нас по утрам всегда блинчики. Я блины жарю на 2 сковородках. О, у нас папа пришел. Мясо у нас режет папа. Папа всегда занимается мясом, рыбой, курицей. Мы по овощам. Мне большое счастье, это, что у меня много детей, и дети меня любят, и помогают, чтобы папе тяжело не было. Ну и стараемся друг другу помочь. В общем, счастье в любви. А когда любишь мужа и детей, ну, оно всегда рядом, счастье не уходит. Чуть-чуть.
Ну что, дети, куда едем? Ну а мне пора в следующую семью. Пока. Машинист, остановите, пожалуйста, на следующей семье.